Всем привет! Друзья, сегодня у нас уже 22 ноября. И мы опять на реке. А Печора все еще идет. Идет и не думает останавливаться даже. Хотя сегодня было ночью минус 14. Сейчас минус 13. Но река идет полным ходом. Вода большая. Вот она херачит, идет. И не думает даже останавливаться. Мужики нетерпеливые вот на лодке переправляются через эти льдины на тот берег, потому что за береги уже есть. Ставят там палки. Говорят, на малька неплохо ясь попадает. Мы 2 яздей тоже поймали, в принципе. Сегодня поедем опять туда дальше. Сюда мы приехали, чтобы поднять тюрьму. Здесь у меня тюрьма с ершами. Попробую сейчас здесь ершей половить. Потом подниму тюрьму и поеду, потому что туда-сюда ездить это не очень-то хорошо. Ершей я и там нашел. Так что буду ловить в одном месте. Здесь я подниму, чтобы сюда больше не приезжать. Вот. Вчера не ходил на речку, потому что ездил в деревню за мясом. Скотинку забивали. Теперь мы с мясом и с рыбой. Так что все хорошо, все прекрасно. Ну что, пошли поднимать тюрьму. Отдолбил луночку. Хочу показать вон что творится. Речка не встает. Вон что народ делает. Просто уже навтыкали этих палок. Просто их куча везде уже. Вон, везде палки. Где-то тюрьма, где-то крючки на налимов. Но там вот вообще лес дремучий стоит. Ладно, смотрим. Тут у меня кроме тюрьмы еще есть 2 крючка я насаживал на ершей. Так что небольшая надежда есть. Очень маленькая, конечно, но все же, что может что-то и попасть. Ага. Скорее всего, что-то даже и попало. Или нет? Нету. Не-а. 2 ерша, оба живые. Значит, налима здесь нету. Около недели они здесь торчали. Я их сейчас аккуратно сниму. Вон у меня тут живчики. Ерши, мальки. 1 ерш сдох. Второй сдох. Жалко. Ну ничего. Сейчас мы живых всех в ведро и поедем на свое место. Итак, мы на месте. Печора идет. Первым делом надо спасать ершей, которых я взял с тюрьмы. 30 ершей на дороге не валяются. А в ведре они сдохнут. Мне надо только 10. Уже соплей напускали. Уже вода вся сопливая. Надо менять. Ерш крупный. Вот он какой крупный ерш. Я 10 оставлю, а 20 закину в эту банку. И пусть болтаются. Заодно проверим. Тут у меня что? А тут у меня ничего. Ёршик сдох. Малек живой. Так. Сейчас сюда я насажу одного ерша. Перекину ершей в банку и пойду дальше проверять. Я вижу там ниже, рядом с моими палками уже лес палок стоит. Кто-то уже навтыкал. Ну чё, все хотят рыбачить. А мест нету, вот и кидают потом рядом. Ну что, почистили. Смотрим. Смотрим. Блин, это что такое? Зацеп.
Блин. Сердце аж ёкнуло. Так, не врубай, что это такое? Это зацеп, друзья. Зацеп. Мертвый зацеп. О, был налимчик. И, видать, куда-то запутал. Умер. Малек живой второй. А налимчик умер. Жабры красные еще. Он, видишь, проглотил заглот и умер. Так что смысл таких отпускать нет, все равно умрут. А этот собачки. Видишь, надо каждый день проверять. Вчера не проверил, уже сдох. Малька, главное, не едят. Едят только ершей. Ёрш все-таки для налима деликатес. Жрет он все, но предпочитает ерша. Так, ерши у меня есть пока. Насаживаем ершика под щетину, не задевая позвоночника. Плавай, ершишка. Сейчас я пока это все проверю. Потом, если успею, не если успею, просто хочу показать вам, пока светло, что попало на крючки. А потом я с фонариком буду туда вот переставляться. Буду тюкать, если лед держит, ближе к середине. Вон метров 20 за береги появились свеженькие. Так что будем туда. Так, эту палку мы в прошлый раз переставили от берега метров на 5-6 подальше. Сейчас проверяем. И переставлю еще подальше туда вот, ближе к открытым, еще метров на 5. Независимо от того, попало, что нет, надежда, конечно, есть небольшая. Ну вот, действительно небольшая. В прошлый раз здесь попала на окушка. Так, ёршик умер. Вот такой вот небольшой налимчик. Заглотил. Вон какой большой крючок. Так, сейчас выключаемся. Буду переставлять. Ну что, самая нижняя палка у нас. В прошлый раз мы ее тоже переставили. Ненамножко. Сегодня еще метров 5 подальше туда поставим. Ниже, вот если видно, стоит лес палок. 22 штуки ниже меня. Плотненько-плотненько поставлено. Так что не знаю, доплывет ли налим до меня через этот лес. Будем надеяться. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Вроде никто не дергает пока. Запутало. Вот он. Небольшой есть. Опять же взял на ерша. Малек целый. Вот такой вот налимяка. Налимчик. Маленький, но чертовски вкусный. Очень вкусный. Апа. Заглатывает аж до желудка. Ну не сдох, значит мы тебя съедим. Так. А малька даже не трогают. Хотя если судить логически, раньше же он малька видит, потом ерша. Если снизу идет. Если сверху, то наоборот. Или просто ерш крупнее. Ладно. Не будем думать, попал, да и ладно. Так, ну что. Сейчас долбим свежую луночку и переставляем палку. Ну что,
Смотрим, что здесь. А здесь у нас. А здесь у нас. А здесь у нас кто-то есть. А здесь у нас небольшой налимчик есть. И кусочек проволоки. Куда же нам без проволоки-то? Налимчик попал. Опять же на ерша. Любит ерш. Любит налим этого ерша. Что не говори. Малявка ему даром не нужна. Опять же заглот. Вон. Так что ты у нас очередной кандидат на сковородку. Так, насаживать пока не будем, потому что немножко есть место. Будем пробиваться спичней и переставлять подальше. Подальше от берега. Вон, уже метров 40-50, наверное. Остановилась тут, подмерзла. Там-то, конечно, подальше еще тонкий лед, но здесь вот в прошлый раз уже стояла. Попробуем туда пробиться. А пока идем дальше. Итак, на сегодняшний день у нас вот такой улов. Раз, два, три, 4 налимчика. 4 налимчика. Маленькая жареха. Каждому по рыбке. Но все-таки улов, какой бы ни был. Так. А сейчас, пока не стемнело, я попробую переставить свои палки чуть подальше туда. Корочка уже есть небольшая. Подальше пешню аккуратно пробьюсь. Попробую. На глубину чуть подальше. Переставлю свои палки. А завтра, ну или послезавтра проверим. Уже будет небольшая надежда, что попадет налим покрупнее. А что здесь возле берега? Такая шалупень ползает, наверное. Крупного здесь нет налима. А пока будем прощаться. До следующей рыбалки. Всем пока.